558 страница, сура Талак. 558 страница, сура Талак. Сура 65, аят 1. Тема талака, к сожалению, актуальна в нашем обществе. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Здесь чуть-чуть перевод сделаем, наверное. Тема талака, к сожалению, в современном обществе очень актуальна. Очень большое количество разводов. Как говорит об этом статистика, как говорит об этом практика. Особенно в крупных городах. Даже в мелких городах так. В городе, где я жил, город Агрыз. За последние, сколько там, я не знаю, полгода, что ли, статистику читал. 11 семей это самое сделали. Брак заключили, 13 семей брак разрушили. Даже больше, чем 100%. И, как правило, это дело шайтана. Потому что есть такой хадис, где Расулуллах описывает нам нашего врага, Иблиса, алейхи ланатуллах, на нем проклятие Аллаха до судного дня. Он говорит, что Иблис устанавливает трон над водой. Аллаху алям, зачем он так делает? Наверное, хочет подражать Аллаху Джалля Джалялю. Потому что Аллах, у него трон над водой был, когда еще ничего не существовало.
Аллах первое, что создал, был калям, и его трон был над водой. Некоторые говорят, Аллах алям, правда, неправда, Аллах лучше знает, что в Бермудском треугольнике где-то там шайтан сидит, Иблис сидит, Аллах алям. Но в общем, в хадисе сообщил Расулуллах алейхиссалям, что Иблис устанавливает трон над водой и рассылает шайтанов, чтобы те учили людей плохому, побуждали каким-то грехам. И они возвращаются с отчетом. Мы были там-то, были с тем-то, тем-то, сделали то-то, то-то. И пророк, алейхиссалям, говорит, что Иблис ими недоволен. Вы, говорит, мало сделали, ничего не сделали, убирайтесь отсюда, идите, работайте, идите. И говорит некий шайтанчик, маленький шайтан, говорит, «Мазильту ма'афулян», я бесконечно или очень настойчиво был с таким-то, таким-то человеком. Шайтанам на самом деле с нами быть довольно-таки сложно. Почему? Потому что всякий раз, когда мы упоминаем Аллаха, они убегают. Ханнас убегают. Всякий раз, когда мы закрываем вот двери, только что слышали, посуду и так далее, они остаются без ночлега, без еды и так далее. И вот этот вот шайтан говорит, «Мазильту ма'афулян», я был постоянно с таким-то человеком, уходил, приходил, оставался голодным, там, видимо, Аллах аля. Очень настойчиво я рядом с ним ходил. «Хатта фаррактаху байнаху ва байна ахли», пока не стал причиной разлада, развода между им и его семьей. Пророк, алейхиссалям, говорит, что Иблис этому очень радуется и говорит, «Ни'ма анта», ты самый лучший, и приближает его к себе. Если раньше был солдат, делает офицером, говоря нашим таким человеческим понятием, если был офицером, делает генералом и так далее. И радуется, и устраивает пир за него, за этого шайтана. Вот, поэтому надо понимать, что развод это здесь принимает шайтан участие. И мы в практике это видим, очень много людей приходит, вот, я был злой, не мог себя сдержать, или был пьяный, не мог себя сдержать. Ну, злость это от шайтана, об этом тоже есть хадис. Поэтому, говорит, у злого человека надо лицо красное становится, шеи надуваются, шайтан бегает по нему. И пьяный человек тоже понятно, что это... Не осознает. А? Не осознает, что да. Не контролирует. Это тоже употребление пьянящих средств, это тоже дело шайтана. Об этом есть в Коране открытый аят в суре Маида, 90-м аяте Аллах говорит, «Иннама шайтану юриду ан юк'a байнакум аль-адавата валь-багдаа фил хамри валь-майсир, ва ясуддакум ан дикриллахи ва анис салях». Воистине шайтан хочет посеять между вами вражду и ненависть, используя опьяняющие средства и азартные игры. И оставить вас без зикра, оставить вас без намаза хочет шайтан. Вот, поэтому употребление опьяняющих средств это тоже от него, от нашего врага. И он этим пользуется. Вот, поэтому всячески надо стараться этого избегать. Но если такой человек в ситуацию попал, когда нет другого выхода, то это тоже Аллах разрешил. Потому что, насколько я знаю, в некоторых религиях это является категорически запрещенным. У некоторых христиан, у католиков, что ли, или у протестантов, не знаю у кого, у них, если женился, все, уже нельзя разводиться. До смерти. До смерти. По-моему, даже у венчанных православных тоже так, поэтому они особо стараются не венчаться. Так я слышал, Аллах алям, точно не знаю. В общем, дело это разрешенное, но перед Аллахом из всего разрешенного самое ненавистное, как сказал пророк в другом хадисе. Тот первый хадис имам Муслим переводит, этот второй хадис имам Тирмизи переводит. Есть еще хадис, у которого слабый иснад, слабые передатчики, но у него смысл очень интересный и такой, значит, достойный внимания. Говорит, что «Яхтаззу аршур рахман».
трон Аллаха трясется от его недовольства, когда происходит разлад в семьях, когда разводятся семьи. Такой хадис есть. Тем не менее, если вдруг человек не нашел другого выхода, кроме как развод, то это дозволено, и Аллах Та'аля учит, как это делать вот в этой суре. «Я юхан наби, о пророк, ида таллахтум ниса, если вы решили, или если вы делаете развод, фаталликухунна ли'иддатихинна, делайте это в соответствии с сроком. Вахсуль идда, и срок доводите до конца». Вот некоторым срок не срок, они где-то краем уха слышали, что в исламе есть развод тройной. Да. И надо, не надо, тебе учит Аллах, три талака говорят. Вот этого нас не учит Аллах Та'аля. Учит нас сабр делать. И если уж ты решил, то один только. Чтобы были шансы еще раз жениться или вернуть жену. Восстановить семейные отношения. Айда – это период, в течение которого приоткрывается брачный договор. Вот мужчина и женщина сначала друг другу чужие люди, потом читают никах и заключают брачный договор, крепко связываются. Нитахун галил называет Аллах эту связь, тяжелая, крепкая связь. Если человек, мужчина, сказал слова о разводе, эта связь приоткрывается. Если женщина сказала, ничего не портится, остается все как есть. Но, видимо, потому что женщины эмоциональные, чуть что могут плакать, чуть что могут кричать. Что могут сказать: все, давай мне развод, или я тебе не жена. Вот. Женщина сил не имеет слова, но у мужчины сразу, как только одно слово сказал, сразу приоткрывается. И в течение определенного времени они еще муж и жена. Это называется айда. Айда, то есть период, в течение которого, срок, в течение которого у них приоткрыт брачный договор. И его Аллах говорит, надо соблюдать. То есть сразу друг от друга не разбегаться. Выждать этот период. «Ваттакуллаха раббакум», побойтесь же Аллаха, Господа вашего. Он вас объединил через никах, а вы так быстро его не порывайте, не разбегайтесь. «Ля тухриджухунна мин буютихинна», не выгоняйте из их домов. Бывает, муж разозлился, тебе талак, все, убирайся отсюда. Аллах говорит, нет. Не выводите, не выгоняйте их из их же домов. «Валя яхруджна», и сами пусть они тоже не выходят. Иногда женщина разозлилась, все, чемодан собрала, я ушла. Аллах Та'аля это не разрешает. «Илля айятина бифахишатин мубайина», за исключением, если она совершает явной мерзость. Ну, здесь имеется в виду, аузубилля, прелюбодеяние, скорее всего. «Атилька худудуллах», таковы границы Аллаха. «Ваман ятаадда худудаллах», а тот, кто нарушает границы Аллаха, фахад залама нафса, он приносит вред самому себе. «Ля тадри», ты не знаешь. «Л'алля Аллаха юхдиту ба'да залика амра». Может быть, после этого Аллах сделает что-то особое. Ну, что сделает? Поможет семью сохранить. Не надо сразу разбегаться по сторонам, чуть-чуть переоткрылся, еще ждите. «Файда балагна аджалахун», а если они, женщины, достигли срока, который надо выжидать, «фаамсикухунна бимаруф», то вы оставляете их с добром. «Ауфарикухунна бимаруф», или расходитесь с ними с добром. На первом месте стоит «фаамсикухун», оставляйте, потому что сохранение семьи первостепеннее. Ну, если никак не клеится, не получается, зачем мучить ее, зачем мучить себя?
Иногда бывают дома постоянные скандалы, ругань, дети мучаются, жена мучается, муж мучается. Тогда, говорит фарикухун, расходитесь с ними, бимаруф, с добром, без всяких унижений, скандалов. Бимаруф. Маруф это значит добро или общепринятые какие-то хорошие нормы. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, и пусть будут свидетели, 2 свидетеля из вас. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, и устанавливайте свидетельство ради Аллаха. ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ, таким образом вы получаете назидание. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, для тех, кто верит в Аллаха и в судный день. Если, значит, веришь в Аллаха в судный день, надо действовать таким образом, а не так, как тебе захотелось. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, и тот, кто боится Аллаха, тот, кто старается не нарушать законы Всевышнего, остерегается гнева Творца, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Аллах сделает ему выход. وَيَرْزُقْهُ, и наделит его уделом, مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, оттуда, откуда он не ждет. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, а тот, кто полагается на Аллаха, فَهُوَ حَسْبُهُ, Аллаха ему достаточно. «Инна Аллаха балигу амри», Аллах свое дело доводит до конца. «Кад джа'аля Аллах ли кулли шайин кадра», для каждой вещи Аллах установил свой предел, свои границы, свой срок. «Валлаи яисна миналь махид», и это срок, вот это идда, он длится 3 месячных. Женщин есть месячные, они должны в течение вот этого разводного периода выжидать, не уходить, и муж тоже не имеет права их выгонять. А что касается тех женщин, которые яисна миналь махид, потеряли надежду в махид, в месячных. Ну, месячные что такое? Аллах Тааля женщинам дал около, Аллах Алям, точно не помню число, 400 или 500 яйцеклеток на всю жизнь. И они созревают и спускаются, там есть определенные дороги, спускаются в матку и ждут, когда пройдет сперматозоид и их оплодотворит. И мужчинам Аллах тоже дал семена, очень много. Миллион, не знаю даже количество. Каждая этой капли там миллион семян. Если суждено встретиться им, они соединяются, и потом эта зигота прицепляется к стенке матки и развивается ребенок. А если им не суждено встретиться, то эта яйцеклетка и питательные вещества, которые в нем есть, не присоединяются к стенке матки и с кровью выходят. Вот это называется махид. И когда у них эти закончатся, все 400 или 500 яйцеклеток в течение жизни, там это где-то, Аллах Алям, 50 годам, что ли, подходит, когда 40-50, когда будет, все, у них заканчиваются месячные, кончились. «Валляи яисна миналь махида мин нисаикум ин иртабтум фаидатухунна талатату ашхур». Тогда им надо выжидать просто 3 месяца. Не 3 месячных, а 3 месяца. «Валляи лям яхида». Такое же положение касается девочек, у которых еще месячные не начались. Бывает иногда 2 друга в армии служили, и говорят, давай мы с тобой, друг другу чем-то помогали, и, может быть, даже кто-то кого-то спас от смерти. И говорит, я с тобой повратиться хочу. Как? У меня есть сын, у тебя есть дочь. Давай их поженим. Давай. Они еще маленькие, но ничего, говорит. Мы их поженим, а когда вырастут, станут жить семейной жизнью. И бывали, есть такие случаи, бывали такие случаи. И вот так могли пожениться. И потом мальчик, Аллах Алям, сколько ему лет,
может быть 10-12, девочка может быть 7-8 лет, они уже муж и жена из-за договора, который заключили их отцы. И вдруг, если мальчик что-то разозлился или не знаю почему, она ему не понравилась, может ее развести. А у нее нету этого, с месячной нету. Как считать? Считаем месяцами. 1, 2, 3 месяца прошло, все, она уже чужая для него становится. Ваулятуль ахмаль аджалюхуна недана хамляхун. Что касается беременных женщин, то их срок продлевается до тех пор, пока они не родят. Если выяснится, что женщина беременна, получила талак, она остается в доме у мужа, пока не родит. И все это время, 3 месячных или 3 месяца, между ними сохраняются все права и обязанности. То есть вот они заключили договор, чуть он приоткрылся, все права и обязанности сохраняются, кроме одной. Это право на половую жизнь. Им нельзя вступать в половые интимные отношения. И эти 3 месяца как бы такой вот испытательный срок. Жена рядом, за одним столом кушает, может даже за одной кроватью спит, но вместе с ней быть нельзя. Как тебе без жены? Хорошо или плохо? Вот тебе решать. И ей решать. Как ей с мужем? Хорошо или плохо? Если действительно отношения очень накаленные и неспокойные, то, конечно, они разведутся. А если же у них наладится потихоньку, хоп, муж захочет ее вернуть, скажет: я тебя вернул. И все, и она ему возвращается. Или если не выдержали они друг с другом, оказались в интимной связи, значит, это не словами, а делами. Они говорят: мы без друга не можем, а остаемся. Но вместе с этим право на талак сгорает. Если муж сказал, например, антиталик, или ты разведена, они 3 месячных ждут, и он ей сказал: я тебя вернул, или был в близости, значит, возвращается и сгорает один право. И есть еще 2, сгорает. 3, все, уже после этого возвращать жену нельзя. Вот такой порядок. И есть еще такие моменты, это здесь в Коране не сказано, в других хадисах рассказывается, сообщается о том, что есть 3 периода, 3 случая, когда греховно совершать талак. Талак бидай называется, греховный. Талак — это когда у женщин идут месячные, если об этом знаешь, в это время талак нельзя давать. 2 период, когда у женщин беременность. Во время беременности тоже нельзя давать талак. Почему? Потому что в этот период они бывают эмоциональными, такими напряженными и так далее. Ну, скажем так, эмоционально неуравновешенными. И если давать в это время талак, может быть какой-то большой сбой в психике, или даже, может быть, выкидыш. Такие случаи были у людей. Или ребенок будет потом психбольной. Ну, может быть, не психбольной, но неуравновешенный, неспокойный будет ребенок. Вот поэтому в этих случаях нельзя давать. И 3 случай, когда была близость. То есть поспал с женой, потом говорит: ты разведена. Тоже это психологически очень большой стресс. Поэтому надо выбирать такое время, когда этих случаев нету. Нету месячных, нету беременности и не было близости в ближайшее время. Через какой-то там промежуток только. Вот это порядок. «Ваман яттаки Аллаха», а тот, кто боится Аллаха, тот, кто остерегается гнева Всевышнего, ядж'аль лаху мин амрихи юсра, Аллах сделает его деле облегчение. Да, может быть, поспешил или был не в себе, сказал слова, Аллах поможет сохранить семью. Примерно такой смысл. Далее амруллах, таков приказ Аллаха, анзалляху илейкум, который не спаслал вам. Ваман яттаки Аллаха, кто остерегается Всевышнего, соблюдает его законы, юкаффир анху сайятихи, Аллах искупит его грехи, ва ю'зим лаху аджра, и даст ему великую награду.
Поэтому, дорогие братья и сестры, во-первых, конечно, надо всячески избегать этого слова, этого дела. И если уж решил использовать, то использовать в соответствии с теми законами, которые установил Аллах, а не по своей прихоти и капризам и желаниям. Итак, Аллах говорит: «Аскинухуна мин хайту сакантум». Создавайте условия для них, чтобы они жили там, где вы живете. Не так, что ты живешь в хоромах, а не в шалаше. Это имеется в виду разведенных и вообще в целом женщин. Давать надо условия, чтобы они в хороших условиях жили. «Валя тударрухунна», не приносите им вреда, «ли тудайяку алейхин», чтобы усложнять им жизненные условия. Вот, некоторые из-за каких-то обид всякие козни строят постоянно, как-то унижают. Вот Аллах говорит: этого не делайте. «Ваин кунна уляту хамлин», если они будут беременными и оказались в состоянии развода или вообще в целом беременных женщин, «фанфику алейхин», тратьте на них средства. Почему? Потому что они как корабль несут ваше потомство. Если, например, ты хороший бизнесмен, будешь хорошо смотреть за чем? За транспортным средством, которое возит твои товары. Правильно? Или скажешь: как доедет, так и доедет. Нет же? Мухаммад, что скажешь на это? Да, конечно. Потому что если ты не организовал изначально фундамент, то, соответственно, дальше ничего не будет работать. Достойно. Они несут в себе самый ценный товар. Это наши потомки. Правильно? Если так грубо, такими экономическими терминами выражаться. «Ваин кунна уляту хамлин», если они несут в себе тяжесть, то есть беременные, бремя, «фанфику алейхин», тратьте на них, «хатта ядана хамляхун», пока они не родят. И если она уже родила, то ее айда заканчивается. После этого либо возвращаешь, либо отпускаешь. Красиво. «Фаин аралана алякум», если же они будут кормить ваших детей грудью, «фаатухунна уджурахун», то давайте им за это плату, награду. Да. Сейчас очень модно тоже детей кормить всякие смесь, типа фигуру сохраняют. Ну да, на самом деле это так. Вместе с молоком много что теряют они, женщины. Но... Кальций, кости, то есть... Кальций, кости и так далее. Но самая лучшая пища для ребенка, конечно, это материнное молоко. Поэтому пока не кормят, надо их тоже хорошо кормить, приносить вкусную еду. Фрукты, мясо и так далее. То есть не обделять. Как сам кушаешь, так же должен супруг, чтобы так же кушал. Да, фрукты, мясо и так далее, чтобы витаминчики были. «Ва атамиру байнакум бима'руф». И этамара, это как переводится? Аллаху алям. Что там перевод есть у тебя, да? Какой это? Шестой. С добром. Что делаете? Относитесь. Поселяете их, ваших разводимых женщин, там, где вы сами поселились. Живите по вашему достатку, по возможности, и не причиняйте им, разведенным женщинам, вреда, притесняя их. Не вынуждайте их в разводный срок покидать жилье. А если они с ношей беременны, то расходуйте на них, пока они не сложат своей ноши, пока не родят. А если они разведенные женщины, выкармливают для вас вашего ребенка, то вы давайте им их плату за кормление и советуйтесь об оплате между собой согласно принятого. Оно должно быть в разумных пределах, не меньше и не больше. А если вы находитесь в затруднении, то будет кормить ребенка для него, для отца, другая кормилица. Понятно. Значит, если разведенная жена кормит твоего ребенка, ты должен ей оплачивать это и договориться на какой-то определенной, доброй, общепринятой сумме. Если же она не может кормить,
ну, бывает там какой-то стресс, и молоко высохло, как говорится, или она вообще отказывается кормить, то тогда надо найти кормилицу и ей тоже оплачивать это. Юнфик ду саат мин саати. Таким образом, у кого широкий удел, пусть расходует из своего удела. Жадничать не надо. Жадность – плохое качество. А когда ты расходуешь, особенно на членов семьи, это тебе записывается как большая-большая награда. Ваман кудира алейхи ризкух, а тот, у кого удел ограниченный, бывают бедные люди, средние люди, ниже среднего бывают люди. Фальюнфик мимма атаху Аллах, пусть расходует из того, чем Аллах его наделил. Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля ма атаха, Аллах не обязывает человека тем, что он не может. Сайджалу Аллах ба'да усри юсра, после трудности Аллах обязательно сделает легкость. Вот. Поэтому бывает, люди тут там настрогали детей, побросали, бедные женщины и мужик, и баба тащат все на себе. И потом хотят на старости лет, чтобы эти дети им внимание уделяли. Да. Так не бывает. Ну, конечно, они, если богобоязненные, будут уделять внимание, но все-таки уже не с такой с искренностью, как если бы отец заботился о детях в их этом слабом их состоянии. Правильно же? Даже есть такое дуа, которое учит нас Аллах Тааля, как делать дуа за родителей. Он говорит: «Вакур рабби рхамхума кама раббаяни сагира». Господи, будь милостив к моим родителям, так же, как они заботились обо мне, когда я был маленьким. Ну, потом здесь уже идет другая тема, не связанная с разводом, насколько я понял. Так, вот здесь была тема развод, да? Имеется в виду не экономический развод, а семейный. Да. Кстати, почему, интересно, так говорят, он меня развел? Типа как бы обманул. Потому что нарушил. В разводе есть... Нарушил договор. Нарушил договор, да. Угу. Вот дальше Аллах говорит пример уже как бы таких вот сначала локальных вопросов, а потом глобальных, да, глобальных. И говорит, ка'айям мин карья, какое бы поселение, какое бы вот конгломерация людей, атат ан амри раббиха, не нарушали бы законы Аллаха, ва русулихи и его посланников, фахасабнаха хисабан шадида, мы их будем тяжело опрашивать, или тяжело отвечать будут они за это, ва'адабнахум адабан нукра, и мы их накажем примерным наказанием. Угу. Вот, значит, вот эти катастрофы, беды, невзгоды, которые происходят с семьями, это тоже результат каких-то грехов, как правило, и катастрофы, проблемы, которые происходят глобальные в обществах, там катаклизмы, вулканы, наводнения, еще что-то. Это тоже, как правило, результат грехов. Фазахат вабаля амриха, и тогда эти поселения вкусят беды своих поступков. Вакана атавату амриха хусра, и конец их дел будет в чем? Хуср. Хуср — это проигрыш, убыток. На успех. Даже далеко ходить не надо. СССР вот рядом с нами совсем недавно закончился. Мощное государство было, да, сколько республика объединяла. Больших экономических достигла, успехов достигла. Но они что говорили? Религия опиум для народа, говорили. Бога нет, говорили. Противились Божьим законам, и даже тем, которые придерживаются, их всячески ущемляли, Преследовали даже. преследовали, и даже многих
казнили и отправили в Сибирь. И в итоге что? Вроде бы процветали, а потом хоп, ни с того ни с сего рассыпались. Хуср, убыток. كان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. Таким Аллах приготовил мучительное наказание. И в этой жизни, и на узбилля будущее еще ахират же есть. Поэтому, говорит, фаттакуллах, будьте же осторожными, я уль альба, о обладатели разума, алладина аману, те, которые уверовали. Проявляйте слабинку, вот. Человек потихоньку религию начинает бросать. Сначала 5 намазов читал, потом говорит, а суннат времени, когда читать. Суннат бросай. Потом говорит, 5 времени не успеваю, 2 буду читать, 2 читаю. Потом вообще бросает. Потом намаз бросил, начинает пить, гулять, еще что-то делать, проблемы всякие создавать себе и окружающим. Поэтому Аллах говорит, иттакуллах, бойтесь Аллаха, будьте осторожными, о обладатели разума, вы ведь верующие, не бросайте свою религию. Кад анзаля Аллах илейкум дикра, ведь Аллах не спаслал вам зикр, поминание. Коран нам постоянно напоминает. Это делать, это делать, это не делать, это не делать. И также отправил к нам Аллах посланника, Расулян, Мухаммад Расулуллах, ятлу алейкум аяти Аллах, который читает нам аяты Аллаха, мубайинат, ясные, разъясняющие, чтобы для чего? Льюхриджа ладина аману амилу салихат, чтобы верующих вывести из кромешной тьмы к свету. Читая Коран, изучая наследие пророка, алейхиссалям, мы потихоньку из невежества выходим к свету. Вама ю'мин биллях, а тот, кто верит в Аллаха, ваямаль салиха и делает благие дела, юдхильху джаннат, Аллах ведет их в сады, таджри мин тахтил анхар, под которыми текут реки. Халидина фиха абада, навечно, навсегда. Старости там нету, слабости там нету, проблемы там нету. Азваджин мутахаратун, женщины, жены, супруги очищенные от всяких недостатков физических и моральных. Кад ахсан Аллаху ляху ризка. Аллах таким людям даст наилучший удел. Аллаху лади халяка саба самават. Если вы в этом сомневаетесь, посмотрите вокруг себя. Разве не видите, что Аллах создал 7 небес? وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ, и из земли столько же, или похожие на них. Есть 7 небес и 7 земель тоже. Аллах алям, как это понимает, что это. Ну, во всяком случае, наука пока до этого не дошла. Говорит, есть стратосфера, мратосфера, какие-то там слои земли. Аллах алям. В такой форме или какой-то другой. Ну, в общем, 7 небес есть и земли, похожие на них. Земли. Ятаназзалу амру байнахун, приказ Аллаха между ними спускается, между 7 небесами, 7 землями. Литаляму, чтобы вы знали, анна Аллаха ля кулли шейин кадир, о том, что Аллах на всякой вещи мощен, ва анна Аллаха кад ахата би кулли шейин ильма, и о том, что Аллах все охватил своими знаниями. То есть вот этот Коран, он оттуда же пришел сверху, через проходя все эти слои небес, и до нас дошел. И это говорит о том, что Аллах, не спаславший Коран Карим, обязательно, иншаллах, верующих праведников ведет в рай. Я еще слышал такую статистику, что 70-80%, то есть больше половины разводов, это по инициативе женщины делается. То есть, жены. Слышали, не слышали? Да, так и есть. Слышал, то есть они заставляют мужа, чтобы он сказал талак. Но мужчина, он стойкий, то есть под натиском своей супруги он дает это. Доводит его до этого. Да. Бывают такие случаи часто, да. Поэтому, когда мы читаем никах,
в конце никаха обязательно говорим, что не надо провоцировать мужа на развод, ибо сказал пророк, алейхиссалям, какая бы женщина не просила развод, не имея на то серьезного обоснования, то запах рая станет для нее запретным. Это такой хадис пророка, алейхиссалям. И вот этот хадис ученые по-разному толкуют. Те, которые твердо подходят, они говорят, вообще в рай не зайдет такая женщина. Не почувствует запах рая, потому что запах рая чувствуется на расстоянии 40-летнего пути, и об этом тоже есть хадисы. Другие говорят, нет, все-таки если она верующая была и заслуживает рай, в рай зайдет, но прекрасный запах рая чувствовать не будет. Поэтому, дорогие сестры, тоже будьте бдительными, осторожными, не лишайте себя возможности войти в рай, не лишайте себя возможности чувствовать прекрасный запах рая. И всегда в этом аяте, в этой суре мы часто слышим одну фразу «Иттакуллах, иттакуллах, иттакуллах». Будьте осторожными, не нарушайте закон Аллаха, будьте бдительными, не вызывайте гнев Аллаха. И кто это будет делать, ему такие подарки, такие награды Аллах обещает. Поэтому эту суру, наверное, надо чаще перечитывать, да? Потом тоже, если муж и жена, то есть мужчина видит в своей супруге что-то слабое, там, чем он недоволен, возможно, Аллах вот в этой слабости даст ему баракат. Ну, то есть в слабости, в каких-то недостатках своей супруги даст улучшение. Понятно. То есть не надо вот эти недостатки, когда он женился, что все в порядке было, его все устраивало, а потом начинает либо она начинает придираться ко всяким этим. А может быть в этом и есть милость, то есть ее судный день, за что будет и садака. Понятно. Джазакаллах хайран. Ну, на этом сделаем дуа. Наверное, уже пора расходиться. Астафируллах, астафируллах, астафируллах. Аллах, прости, помилуй нас над землей, под землей и день встречи с Тобой. Сделай наши лучшие дела завершающими, лучшие жизненные дни последние. И самый радостный, самый счастливый день, день встречи с Тобой. О Аллах, сделай нас соседями пророка Мухаммада, алейхиссалям, в райских садах. Удостой нас его заступничества. Делай его искренними, истинными последователями. Используй нас в том, чем Ты доволен, не заменяй нас другими. Помоги нам быть высоконравственными, красноречивыми, призывать друг друга к истине, к терпению и к милосердию. И дай Аллах, чтобы последующие поколения после нас вспоминали о нас только добро. Дай нам здоровые, спокойные, верные сердца и спокойные души. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله